Почетные грамоты и благодарность от главы республики, правительства и Народного собрания Ингушетии получили работники культурно-досуговых учреждений региона. Торжественное вручение наград людям, которые посвятили свою жизнь сохранению и популяризации национальной культуры, состоялось в Доме народного творчества Ингушетии. Среди отличившихся есть как воспитанники культурно-досуговых учреждений, так и художественные руководители. Я думаю, мы заслужили. И хотели бы поблагодарить, конечно, Министерство культуры и Дом народного творчества. Сказать им большое спасибо за то, что они оценили нашу работу. Но я считаю, сегодня на этих грамотах какие-то инициалы, конечно, наши инициалы. Но это работа вообще всего нашего коллектива. Это творческого коллектива, потому что этот коллектив, конечно, внес свой вклад, свою лепту в каждое сегодняшнее награждение. Почетных работников поздравил заместитель министра культуры и архивного отдела региона Рустам Таркоев. Он отметил, что, несмотря на то, что 2020 был сложным и непредсказуемым, работники культуры показали высокие результаты в организации и проведении онлайн-мероприятий. Этот год был очень тяжелый для нас в связи с ситуацией, связанной с коронавирусом. Все дома культуры Республики Ингушетия отработали на высоком организационном профессиональном уровне. Надо отдать им должное, несмотря на то, что не было возможности в полном объеме себя реализовать в очном режиме, в онлайн-режиме они провели большое количество мероприятий, флешмобов. Благодаря их деятельности республика поднялась в рейтингах информационного освещения. В частности, у нас был год памяти и славы в этом году. Мероприятия связаны с 250-летием единения Ингушетии с Россией и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И все эти мероприятия, которые они проводили и в начале года до возникновения коронавирусной инфекции, и после, и в онлайн-режиме, и в режиме реального времени, прошли на очень хорошем уровне. Вот всех сотрудников, всех работников, всех деятелей, связанных с домами культуры, мы сегодня поощрили.